Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию один из способов составления модели для вычисления экономических задач на кредит. Это 17-я задача профильного ЕГЭ по математике. Для начала предлагаем вам разобрать две вспомогательные задачи. В начале года некоторые суммы денег С вложили в банк на R% годовых. Определите сумму вклада через один год, если S равно 80 тысяч рублей, а R равен 5%. Это довольно-таки такая простая задача на проценты. Вклад увеличился на 5%, стал равен 105%. Нужно найти эти 105%. Воспользуемся пропорцией. Здесь вы можете увидеть, что для того, чтобы увеличить 80 тысяч на 5%, достаточно умножить эти 80 тысяч на 1,5. Если бы мы увеличили на 15%, то наши 80 тысяч мы бы умножили на 1,15. Если бы вы увеличили на 20%, нашу сумму нужно было бы умножить на 1,20, ну, либо на 1,2, что одно и то же. Если бы мы увеличили сумму на 37%, то нашу сумму нам нужно умножить на 1,37. То есть мы можем говорить о том, что для того, чтобы увеличить определенную сумму на несколько процентов, то его нужно умножить на какой-то коэффициент, на определенный коэффициент, который вычисляется по формуле единица плюс 0,01%. А чтобы увеличить сумму кредита на определенный процент, нам нужно эту сумму увеличить на этот, умножить на этот коэффициент. Следующая задача. 25 января 2020 года Сарел собирается взять в банке С рублей в кредит под R% в месяц. Условия банка для выплаты кредита следующие. 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, то есть увеличивает долг на R%. Затем Сарел до 25 числа этого месяца переводит в банк определенную сумму ежемесячного платежа. Условия банка действуют до тех пор, пока кредит не будет погашен полностью. Нарисуйте схему выплаты кредита. Пусть S – это сумма кредита, R – процент за период, ну и X – это платеж. Пусть Сарел взял в банке S1 рублей. Банк в определенный период увеличивает эту сумму S1 на R%, то есть на R1%. Значит, наша сумма будет равна S1 умноженное на коэффициент 1. Далее Сарел выплачивает ежемесячный платеж, то есть уменьшает сумму на S1. Сумма стала равна S2. Далее банк сумму долга S2 увеличивает опять на определенный процент, пусть это будет R2. Сумма увеличилась и стала равна S2 умноженное на К2. Затем Сарел выплачивает, опять же, ежемесячный платеж, второй раз X2, и сумма опять уменьшилась. И так происходит до тех пор, пока сумма кредита в итоге не будет равна нулю. То есть долг будет погашен полностью. Здесь нужно сказать, что по этой схеме и составляются задачи разработчикам контрольно-измерительных материалов. Могут меняться проценты, могут меняться выплаты по каким-то условиям, ну или могут меняться, допустим, сумма долга тоже по каким-то условиям, которые придумывает разработчик контрольно-измерительных материалов. Сегодня я вам предлагаю содержание критериев. Максимальный балл 3 балла. 3 балла вы можете получить, если обоснованно получен верный ответ. 2 балла вы можете получить, если верно построена математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели и получен результат. Неверный ответ из-за вычислительной ошибки. Верный ответ, но решение достаточно обосновано. Что такое математическая модель? Это уравнение, через которое вы решаете данную задачу. Неверный ответ из-за вычислительной ошибки. Это может быть только одна ошибка. Вычислительная – это значит сложение, вычитание, умножение или деление. Верный ответ, но решение недостаточно обосновано. 1 балл вы можете получить, если верно построена математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели, при этом решение может быть не завершено. Нужно здесь обратить внимание на то, что 1 балл вам ставится только в том случае, если вы правильно построили математическую модель и сделали попытку его решения.
Если вы правильно сделали математическую модель, но попытки решения не сделали, вам поставят 0 баллов. Ну и 0 баллов, если решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. Сегодня я вам предлагаю один из вариантов составления модели экономических задач, так называемый табличный способ. То есть мы будем заполнять таблицы по условию задачи. Задача. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на 5 лет в размере S тысяч рублей. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года. Значит, процент равен 20, коэффициент, соответственно, равен 1,2. И составим таблицу. В нашей таблице, так как кредит взять на 5 лет, мы составили вот такую вот таблицу, которую вы видите на экране. 2016 год – это год, когда взят кредит. Ну и 5 лет клиент должен выплачивать кредит. Читая внимательно условия задачи, заполняем таблицу. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. В июле 2017, 2018 и 2019 года долг остается равным S тысяч рублей. Значит, в 2016 году взято S тысяч рублей, в 2017, 2018 и 2019 году долг остается равным S тысяч рублей, что и записали. Далее. Выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 360 тысяч рублей. Выплаты у нас в таблице представлены третьей строкой. Значит, в третьей строке мы в 2020 году и в 2021 году записываем по 360 тысяч рублей. Ну, тут в тысячи мы не пишем, потому что уже в тысячах записывал. 360. В июле 2021 года долг будет выплачен полностью. Найдите общую сумму выплат за 5 лет. Другими словами, мы должны найти сумму выплат, то есть сумму третьей строки за 5 лет. После того, как мы заполнили таблицу, читая условия задачи, нам остается дополнить нашу таблицу. Итак, дополняем. В 2016 году банк ничего не увеличивает, клиент ничего не оплачивает. Значит, ставим прочерк. В 2017 году долг 2016 года увеличивается на 20%, то есть умножается на коэффициент 1,2. Получилось 1,2 раз. Значит, выплата 2017 года – это разность увеличенной суммы и получившегося остатка. Это 0,2 раз. То же самое произойдет и в 2018 году. В 2019 году, опять же, долг 2018 года S умножаем на 1,2 раз. Ну и находим выплату. В 2020 году долг 2019 года умножаем на коэффициент 1,2. Получилось 1,2 раз. Ну и первая строка 2020 года будет равна разности второй строки и третьей строки. То есть 1,2 минус 360. В 2021 году долг 2020 года опять же увеличивается на 20%, то есть умножаем на коэффициент 1,2. Ну и, наконец, мы оплачиваем последний раз 360 тысяч, то есть вычитаем, и у нас все это будет равно нулю. Нужно заметить, что в 2021 году в первой строке у нас получилось уравнение относительно одного неизвестного относительно S. То есть, решая это уравнение, мы можем найти сумму кредита, который взял клиент в банке. А теперь внимательно читаем еще раз условия задачи. Найдите общую сумму выплат за 5 лет. Значит, нам нужно найти общую сумму выплат, то есть сумму третьей строки. Это 3 раза по 0,2 S и 2 раза по 360 тысяч. Для того, чтобы решить задачу, нам нужно найти S. Решаем первое уравнение. Получили, что S равно 550 тысяч. И подставляем нашу модель, наше уравнение исходное, эти 550 тысяч. И находим, что общая сумма выплат равна 1 миллион 50 тысяч рублей.
Следующая задача также из реального варианта ЕГЭ. 15 января планируется взять кредит в банке на 9 месяцев. Условия его возврата таковы. 1 числа каждого месяца долг возрастает на процентов по сравнению с концом предыдущего месяца. Со 2 по 14 число месяца необходимо выплатить часть долга. 15 числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15 число предыдущего месяца. Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 25% больше суммы взятых кредит. Найдите R. Значит, у нас коэффициент будет равен единице плюс 1/100 R. Кредит взят на 9 месяцев, и каждый месяц на одну и ту же сумму меньше. Тогда при заполнении таблицы вот что будет происходить. Значит, взяли S тысяч рублей. В конце 9-го года кредит должен закончиться, получится 0 рублей. А теперь на эти 9 лет наша сумму S надо распределить так, чтобы оно равномерно уменьшалось. То есть на 9 частей. Сначала это удобно сделать каким образом? В 8-м году это будет 1/9 S, да? В 7-м году это будет 2/9 S, 3/9 S и так далее. В 1-м году 8/9 S. То есть каждый раз равномерно уменьшалось на 1/9 S. Таким образом мы заполнили первую таблицу. Первую строку, извиняюсь. В нулевом году ничего больше не произойдет, банк не увеличивает, клиент не выплачивает, а в первом году уже банк увеличивает нашу сумму на R%. То есть мы должны умножить на К. Получится СК. Так можно заполнить всю вторую строку. Каждый раз предыдущий год умножая на коэффициент К. Что мы и сделали. Мы заполнили вторую строку. Ну а третья строка – это у нас разность второй строки и первой строки. Но в данном случае я напишу эти выплаты как X1, X2 и X3. И прошу вас обратить внимание на какую деталь. Если выплата за определенный период – это вторая строка минус первая строка, то общая выплата – это сумма второй строки минус сумма первой строки. Давайте это запишем. Если я найду сумму второй строки, то есть сумму, увеличенную банком, всю сумму, найду сумму первой строки, сумму долга, и отниму от суммы второй строки сумму первой строки, то я получу сумму третьей строки, то есть сумму выплат. Давайте сначала найдем мы сумму долга первой строки. Решать его просто. Это равно 4S. Давайте найдем сумму второй строки. Опять же, сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Получили 5СК. Но значит сумма выплат, она равна разности второй строки и первой строки, как мы говорили, и она по условию задачи на 25% больше суммы, взятой в кредит. То есть она равна 1,25 S. Здесь S можно сократить и найти коэффициент. Он равен 1,5. Значит, процент будет равен 5. Ответ 5%. Следующая задача. В июне планируется взять кредит в банке на сумму 6 миллионов рублей на срок 15 лет. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на X% по сравнению с концом предыдущего года. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. В июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года. Найдите X, если известно, что наибольший платеж по кредиту составит не более 1,9 миллионов рублей, а наименьший не менее 0,5 миллионов рублей. Итак,
процент равен х, значит коэффициент будет равен единице плюс 0,1 х. Пусть кредит планируется взять на 15 лет по условию задачи. Тогда заполняем таблицу на 15 лет. Можно посередине вот такие вот многоточки ставить, если очень большой срок. Ну и начинаем заполнять опять же таблицу. Взято 6 миллионов. В итоге в 2015 году должно все закончиться. И эти 6 миллионов, опять же, нужно распределить таким же способом, чтобы оно равномерно уменьшалось. Значит, в 2014 году это 1/15 от 6 миллионов. В 2013 это 2/15 от 6 миллионов и так далее. Мы заполнили первую строку. В нулевом году банк ничего не увеличивает, клиент ничего не выплачивает. А вот дальше уже вторую строку, чтобы заполнить, нам нужно опять же увеличить на x% каждую нашу предыдущую сумму долга. То есть умножать на коэффициент. Будет 6к, 28/5к и так далее. Таким образом мы заполняем вторую строку. Осталось найти выплаты. Давайте найдем выплаты. Для того, чтобы найти выплаты в каждом из годов, нам нужно из второй строки отнять первую строку. Что и сделал. Обратите внимание, что читаем внимательно еще раз условия задачи. Найдите x, если известно, что наибольший платеж по кредиту составит не более 1,9 миллионов рублей, а наименьший не менее 0,5 миллионов рублей. Обратите внимание, что наибольшим платежом будет первый платеж, а наименьшим будет последний платеж. Это можно проверить или записать прописью. Значит, наибольший платеж будет получен первый год, а наименьший последний. Значит, 6к минус 5,6 меньше или равно 1,9, 2/5к больше или равно 0,5. Решаем систему неравенств. Решая систему неравенств, мы получили с одной стороны, что k меньше или равно 1,25, а с другой стороны k больше или равно 1,25. Это возможно только в том случае, если k у нас будет равно 1,25. Соответственно, процент равен 25. Вот так вот можно составлять модели задач, ну и решать задачи 17 из профильной ЕГЭ по математике. Спасибо за внимание.